Лукашенко заявил, что на фоне мировой паники сильные мира сего хотят разделить его без войны. Белорусский президент Александр Лукашенко заподозрил, что при помощи глобальной паники и кризисной экономической ситуации мировые авторитеты хотят добиться мирового разделения. А не кажется ли тебе, что сильные мира сего без войны, Макрон это уже войной назвал, через этот так называемый психоз, инфодемию в том числе хотят переделить мир? Задал он вопрос ведущему во время интервью на телеканале ТРК «Мир». При этом он подчеркнул, что нас толкнули к тому, что мы должны остановиться, сидеть и проесть те скудные валютные запасы, которые у нас есть. И тогда, запечатав 10% мирового ВВП, к нам придут те, кто на ногах, и скажут: «Нате вам понемножку, но вы будете делать то, что мы скажем, вот так может быть переделан мир», предположил Лукашенко. Президент дает отсылку к информации о том, что ООН предложила напечатать деньги в размере 10% мирового ВВП для борьбы со сложившейся в мире ситуацией. Лукашенко считает это пустыми деньгами. Доллар и так постепенно обесценивается, а тут просто пойдет вал, инфляция. Где окажемся мы со своим рублем, понятно. Более того, кто получит эти триллионы, у кого они останутся? Не получится ли, что богатые станут богаче, а бедные беднее? Получится, рассуждает президент. Сильными мира сего глава Беларуси назвал Россию, Китай и США. У России есть нефть и газ, в которых сегодня нуждается весь мир. У Китая огромные мощности в экономике, а у Америки печатный станок. Боюсь, чтобы нас не переделили без войны, резюмировал Лукашенко. Политолог экс-нардепа Вадим Денисенко написал на своей странице в Facebook: наконец, глава Беларуси Александр Лукашенко сказал то, о чем большинство политиков и экспертов не то что не говорят, а боятся даже подумать. Дело не в очередной конспирологической теории, которую можно смело отбрасывать. Критичным является всеобщий страх за жизнь, который напрочь лишает людей способности к логическому мышлению. Я не верю в теорию заговоров, нынешняя ситуация – это ряд случайностей, люди не хотят в них верить. Большое засилье Facebook с его фейками и распространением страхов через ломов и резкое ослабление власти и элит в большинстве стран мира. И как результат – паника. А паника, как известно, главный враг логики, подчеркивает Денисенко. Далее политолог обращает внимание на то, как вся эта ситуация может быть использована по окончанию всемирного карантина. Именно на этот момент, по его мнению, и обратил внимание Лукашенко. Но сейчас не суть важно, как это все сработало, куда важнее, как это будет работать потом. И Александр Григорьевич абсолютно прав, важно, каким мы будем после карантина. Лукашенко как никто это хорошо понимает, и он точно будет готов к новым слияниям и поглощениям, подытожил Денисенко. Задержание коррумпированного заместителя мэра столицы вызвало ажиотаж. Киевляне обозлены на Кличко после того, как журналист провел расследование. Сотрудниками СБУ 14 апреля задокументирована противоправную деятельность первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, который через посредника требовал неправомерную выгоду в размере 125 тысяч долларов от представителя компании-застройщика. Чиновник требовал взятку за влияние на принятие решения относительно согласования градостроительных условий и ограничений. Спецслужащие задержали посредника после получения неправомерной выгоды в сумме 60 тысяч долларов США. Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 15 апреля заявил, что правоохранительные органы должны провести оперативное расследование по делу о возможной коррупции его первого заместителя Николая Поворозника, а виновный должен понести наказание. Я обращаюсь к НАБУ оперативно расследовать это дело и дать ответы на вопросы, которые волнуют общество. Мы все ждем объективного и справедливого расследования, которое расставит все точки над «и» привлечет к ответственности виновных по закону. Кто-то должен сесть, или коррумпированный чиновник, или те, кто фабриковал это дело, заявил Кличко. Он подчеркнул, что у него нулевая толерантность к коррупции. Мэр допустил, что произошедшее может быть политической манипуляцией с целью дискредитировать киевскую власть. Украинский журналист Вячеслав Чечила на своей странице в соцсети Facebook данное событие прокомментировал и заметил, что украинские избиратели прощают любые глупости и ошибки случайно попавшим в политику Зеленскому и Кличко, потому что не воспринимает их всерьез.
Почитал новости о попавшем на взятки первом замглавы КГГА Поворознике и порадовался за Виталия Кличко, на рейтинге которого не отражаются ни скандалы, ни сходящая с ума от жадности молодая команда, ни полный завал в работе. Да, собственно, ничего, отметил аналитик в соцсети. Вячеслав Чичило провел параллель с Владимиром Зеленским. По его наблюдениям, избиратель прощает этим двум случайно попавшим в политику людям то, чего он не прощает больше никому. Типа ведь много требовать от них просто бессмысленно. Маленькая собачка всю жизнь за щенка проживет, даже в случае, если ты здоровый и тупой кобель, подытожил он. Пользователи Фейсбука в комментариях к посту журналиста возмутились ситуацией. Некоторые усомнились, что Кличко такой уж нетолерантной коррупции ничего не знал о схемах Поворозника. В этих двух типах средний избиратель видит себя, каким он сам был бы, если бы поперло, подфартило, свезло. Не верится, что первый зам сам себе режиссер. Все равно должен быть главный режиссер. Когда уже ему лапти сплетут, людям карантин, себе взятки. Мысль о том, что у киевлян градоначальник – это боксер-чемпион, компенсирует все его мыслимые и немыслимые провалы. Этот город уже не спасти. Преступление без срока давности. Партия «Батькивщина» и лично Тимошенко призывают наложить вето на закон о рынке земли. Лидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко требует от президента Украины Владимира Зеленского применить право вето к законопроекту о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения. Я принесла письмо обращения к президенту. Тут написано, что если он, как президент Украины, подпишет закон о продаже сельскохозяйственной земли, вместо того, чтобы наложить вето, он нарушит закон, сказала Тимошенко журналистам у здания офиса президента в среду 15 апреля в Киеве. По ее словам, при принятии законопроекта о рынке земли были нарушены статьи Конституции Украины. Когда он, президент, заставил Верховную Раду проголосовать за продажу земли, было нарушено 5 статей Конституции, согласно процедурам, которые предусмотрены в Верховной Раде, и была нарушена 18-я статья Конституции Украины, резюмировала Тимошенко. Нардеп подчеркнула, что у президента остается единственный шанс исправить ситуацию, наложить вето на закон о продаже сельскохозяйственной земли. Я хочу сейчас прямо обратиться к Зеленскому. Если вы подпишете закон о продаже сельскохозяйственной земли и не наложите вето, вы совершите преступление, у которого не будет срока давности, рано или поздно вы будете отвечать за это по Уголовному кодексу, пригрозила Тимошенко. Она сделала решительное заявление о том, что у ее партии «Батькивщина» уже готово конституционное представление о несоответствии данного законопроекта основному закону. Если президент подпишет закон, то ее команда обратится в Конституционный суд. Кроме того, по словам политика, «Батькивщина» подготовит проведение референдума по денонсации этого закона. Тимошенко заявила, как только закончится карантин, мы начинаем референдум по народной инициативе о денонсации этого закона, по сути его отмене. И референдум, который мы будем проводить, будет проводиться в соответствии с Конституцией Украины. Стоит отметить, что письмо Тимошенко напрямую связано с тем, что в понедельник, 13 апреля, разблокировали подписание закона для председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и, соответственно, для президента Зеленского. Отметим, что на сайте парламента было зарегистрировано 13 постановлений об отмене закона о рынке земли, которые блокировали подписание этого закона для спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и, соответственно, для президента Украины Владимира Зеленского. Ни одно из этих постановлений Верховной Рады сегодня не поддержала, чем разблокировала подписание закона. Документы были переданы на подпись Зеленскому. Закон о запуске рынка земли необходимо было принять для получения Украиной кредита от Международного валютного фонда. Политический обозреватель по итогам рейтинга Forbes рассказал о серьезных потерях Ахметова в 2020 году. Не только финансовые, но и политические проигрыши. Взяв за основу рейтинг Forbes, можно сравнить достижения украинских олигархов в бизнесе и в политике. Forbes оценивает стоимость бизнес-активов крупных украинских предпринимателей, но ведь отечественные олигархи являются еще и акционерами политических проектов. Так, политический обозреватель Роман Губриенко на основе рейтинга долларовых миллионеров
миллиардера Forbes 2020 сравнивает бизнес-успехи и политические достижения украинских олигархов. И здесь мы видим похожую картину, когда Ахметов и Живаго серьезно потеряли не только в бизнесе, но и в политике. Ахметов сумел провести всего 6 мажоритарщиков в новую Верховную Раду. Такие его проекты, как Олег Ляшко и оппозиционный блок, провалились, констатировал журналист. Итогом избирательной кампании стала потеря Ахметовым базового электорального региона юго-востока Украины. На этом поле его полностью переиграл Виктор Медведчук, который сумел вызвать у избирателей юго-восточных регионов намного больше доверия к партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Политсила Медведчука набрала на выборах 13%, сформировав в Раде вторую по величине фракцию в 43 штыка. Списочники плюс мажоритарщики, аргументирует автор. Ахметову не удалось создать монолитный успешный проект под брендом Опоблока. Политическая поддержка мэров Кирнеса и Труханова на местах не конвертировалась для партии в голоса на выборах. Напротив, рядовой избиратель Юго-Востока крайне негативно воспринял появление Кирнеса и Труханова в проходной части списка ОБ, поскольку оба до последнего поддерживали на президентских выборах Петра Порошенко и открыто призывали голосовать за него. Не меньшее удивление вызвал 11-й номер в списке ОБ Виталий Хомутынник, непосредственный бизнес-партнер Игоря Коломойского. В итоге жизнь подтвердила правоту Новинского, который прямо сказал, что с Мураевым во главе списка проекта не имеет шансов. В итоге в декабре 2018 года Мураев спалил свои политические перспективы, когда прямо в телеэфире обратился к главе СБУ с требованием расследовать деятельность Виктора Медведчука, а в июле прошлого года утопил вместе с собой и Опоблок, набравший только 3%. Губриенко напомнила, что Коломойский стал одним из акционеров проектов и Владимир Зеленский «Слуга народа», но его реальное политическое влияние оказалось не таким уж сильным. В то же время, по мнению эксперта, Виктор Пинчук по итогам 2020 года укрепил свои позиции. На него ориентируется фракция «Голос», а также несколько десятков депутатов от «Слуги народа». А в ряды «Батькивщины» предприниматель отправил Ольгу Белькову и Елену Кондратюк. Относительно олигарха Константина Живаго, то он, как сказал Губриенко, покинул Украину после того, как потерял депутатскую неприкосновенность. До этого он проиграл на своем округе кандидату от «Слуги народа», а все его выдвиженцы, кроме Анжелики Лабунской, номер 13 списка «Батькивщины», не прошли в Раду. Сергей Притула поразил заявлением о президенте во время интервью. Известный украинский шоумен, юморист и телеведущий Сергей Притула заявил, что Владимир Зеленский за год своего президентства заметно поправился, и это хороший знак. Свое мнение он высказал в интервью журналистам, в котором также рассказал, будет ли баллотироваться в мэры Киева, как проводит время сейчас и что думает о будущем шоу-бизнеса после окончания карантина. Мне кажется, что это был год довольно тяжелых испытаний как для Владимира Александровича, так и для всей страны под его руководством. Есть одна положительная вещь, которую я в нем заметил. Зеленский поправился, говорит Притула. Шоумен признается, что его смущает, когда государственные чиновники демонстрируют свои бицепсы. Я очень часто в разговорах говорил, что когда вижу государственного чиновника, который находится в невероятно классной физической форме, он мне кажется подозрительным, потому что для того, чтобы поддерживать свой организм в хорошем состоянии, нужно заниматься хотя бы 4 раза в неделю, хотя бы по 1,5 часа. Когда я вижу человека, который на высокой государственной должности, и этот человек такой, я понимаю, что время, которое человек должен был бы потратить на государственные дела, он тратит на свое роскошное тело, и меня это немного смущает. Поэтому тот факт, что Зеленский поправился, меня не может не радовать. Значит, на спортзал у него уже нет слишком много времени. Однако Притула также сообщил, что его смущает кадровая политика украинского лидера. Мне кажется, что последний год стал подтверждением того, что есть большие проблемы с кадровой политикой, потому что у нас кабинет министров не успел испугаться, а уже ушел чуть ли не полным составом. Люди со своих должностей бежали. Последствия работы этого Кабмина не по всем направлениям, конечно, но по некоторым ключевым, к сожалению, заставляют быть печальным. В первую очередь, что была полностью профукана подготовка к карантину. Мне кажется, что это все-таки заслуга предыдущего правительства. Я только свое субъективное мнение высказываю. Плюс у нас уже 3-й генпрокурор, если я не ошибаюсь, за последний год, отметил он. Первые шаги нового главы офиса генпрокурора шоумен
шоумена, по его словам, удивили. И когда госпожа Венедиктова пришла на свой пост, и первые заявления, которые она делает, вызывают, откровенно говоря, некоторое недоумение, потому что есть, конечно, очень много резонансных дел в стране, и начинать с того, что обещать объявить подозрение Стерненко, считает артист. Стоит отметить, что 13 апреля социологическая группа «Рейтинг» опубликовала опрос среди жителей столицы. Людей просили, кого бы они хотели видеть городским головой. На первом месте оказался действующий мэр Виталий Кличко, на втором Притула, а на третьем народный депутат Александр Ткаченко. Сам шоумен не понимает, почему его считают возможным кандидатом, хотя это ему льстит. Но на самом деле я сейчас не имею времени, честно говоря, распыляться на эти вещи, потому что я на данный момент не являюсь участником какой-то кампании или еще какой-то беды, признался артист. Притула также добавил, что для него это совершенно не приоритетная история.